бюджете, значит, платаны вы сбором заменяете, да? Да, это правильно. приводите в порядок, да? Разница от этого какая? Разницы нету, но когда мы... Никакой разницы нету. Ранее, когда мы готовили проект закона, мы вносили в аппарат правительства, там было два понятия, плата и сборы, как в той действующей редакции. Однако сейчас юристы сбор аппарата оставляется, правительства да, приняли решение объединить эти два вида. Ничего не меняется, просто это словом заменяется, да? Да, правильно. А можно вот закон Кыргызской Республики об охране использования историко-культурного наследия ачсаңыз, статья 38. Ставки арендной платы за пользование недвижимыми объектами историко-культурного наследия. Вы статью 38 отделили и убрали порядок расходов денежных средств, поступающих от пользователя объектами историко-культурного наследия. Это куда делось? Куда уйдет? Ранее эти средства поступали на специальный счет соответствующего министерства, а теперь они поступают в республиканский бюджет. Но мы, когда разногласия проводили, мы договорились о том, что эти средства необходимо мы будем из текущего бюджета выделять. Так, хорошо. Потом 13-й закон об охране и пользовании растительного мира. Статья 7. Здесь речь о парках идет? Охранных каких-то зонах. О чем речь идет здесь? Платежи за пользование объектами растительного мира. Если позволите, госагентство... Давайте. Ага. Госагентство бару? Курчап турган чөйрө коргонуу тургу агенттигинин статкачысы Эркебаев. Бул республиканский бюджетке түшө турган болду. Түшүнүп атам. А биякта ким жөнүндө сөз Актын ордуна жыйын болуп калды. Жок, парктар жөнүндө сөз болуп атабы, экологический какой-то бир зоналар жөнүндө сөз болуп атабы, эмне жөнүндө сөз болуп атат? Жок, бул жерден эмне Платежи за пользование объектом растительного мира, эменде орча версиясында ошем жазылып турат да. Бул эмне жөнүндө сөз болуп атат? бул жерде дары тармагында максатына пайдаланган жан эмеле өсүмдүктөр анан калып чыгып кете турган өсүмдүктөр боюнча сөз болуп атат. Бул өкмөттүн токтомунун негизинде бекитилген. Килограммына канча акы төлөнөт деп. Анан деген об отходах производства и потребления да ачсаңыз. 20-берине статья 20 деп турат да. Ошондо деген сбор за размещение отходов сверхустановленных лимитов взимается соответствующим изменением деп туруп, анан второй пункт алып атасыңар да, признать утратившим силу. Ошону каяка кетип атат? Каражат. Бул жерде республиканский бюджетке. Республиканский бюджетке. Мурда биздин барыңыздарга белгилүү фондубуз бар болчу, республикалык жана жергиликтүү фонддор. Аны биз жоюп атабыз. Өкмөткө киргизилген, ошондуктан бардыгы республиканский бюджетке түшөт. Анан мага дагы бир нерсени тактап бергилечи. 26-й закон Кыргызской Республики о недрах. Статья 4. Термины, используемые в настоящем законе, деп перечень берип атасыңар. Анан 34-й пункту алдырып атасыңар да? Бул эмнени билдирет? Полностью убираете. О недрах. Вот 4-нчү пункт. Таптыңызбы? Бул ким жооп берет? ГКПН болмошто, ГКПН представитель жооп берсе жакшы болот. Минэконом сиздер билесиздер да, э? А статья ДНС? О недрах. 26. Закон Кыргызской Республики о недрах. Статья 4. Вот там перечень терминов, анан пункт 34. Сбор за удержание лицензии. Эльвира Джергалбековна, давайте отвечу. Здесь не полностью упраздняется. Там заменяется снова на сбор, остается. 34 пункт остается. Сбор за удержание лицензии, определение и в соответствии с настоящим законом и законодательством о неналоговых доходов. То есть просто здесь остается. Тоже меняется платеж на сбор и да, все, да? Правильно, редакционная правка. Все, хорошо, спасибо.